Ассаляму алейкум. Мы Ачухи-Реклер, благотворительный фонд, созданный и развивающийся силами крымских татар, неравнодушных к судьбе своего народа, неравнодушных к чужой беде. Официально фонд Ачухи-Реклер – это некоммерческая организация, ведущая свою деятельность исключительно открыто и законно. Руководитель фонда Тимур Ахтямов, генеральный директор, человек, достойный огромного уважения. А весь остальной ресурс, за счет которого происходят все эти чудеса, не прописан в документации. Салям алейкум. Меня Тимур зовут, я волонтер Ачухи-Реклер. Ага. Вы дома? Вы дома? Да, дома. Все, мы где-то через полчасика, минут 40 к вам подъедем. Ага, ясно, салон. Все, Ага. салон съедем. Хорошо, салон. Была ситуация, женщина обратилась за помощью и говорит, а у меня детей через неделю заберут, если я не приведу свое жилищные условия в порядок. Просто соцопека придет и заберет, и она вот просто кричит, обращается, говорит, помогите. Все ей, да. Неси, да. Просто вот все то время, пока мы сегодня развозили, да, продукты, 420 сообщений. Там за полдня где-то. А кто в этом чате сидит вообще? Волонтеры. Всего. И это основной чат. Помимо этого чата у нас есть отдельный чат, где монтируют видео, где отдельный чат для постов, водителей, еще потом два. То есть я во них... Нет у меня там во всех чатах. Почему? Я не успеваю за всем следить. Это мне тяжело. И вообще, смотри, моя задача, основная моя задача в благотворительности в фонде Ачухи-Реклер, я директор, и я веду официальную часть. То есть организация оформлена на мое имя, фонд, и я веду документацию. Айшета Таня Метулаева, основатель всей этой истории, наставник, душа, мозг и мудрость команды Ачухи-Реклер. Это обычные энтузиасты, волонтеры по всему Крыму. О многих из них вы никогда не слышали и не услышите, но именно они делают все, о чем вы узнаете из наших отчетов. Часто жертвуют своими интересами. У всех работа, семья, проблемы со здоровьем, в конце концов. И главная составляющая, благодаря которой наше дело живет уже много лет, это наш народ. Добрый, щедрый и милосердный. Одни жертвуют средства на счет фонда, вторые отдают бесплатно продукты, бытовые товары и стройматериалы, дают огромные скидки. Третьи весь день на своей машине и своем бензине развозят помощь. Четвертые делают бесплатно обследование, предоставляют детскую комнату или другие ресурсы своего бизнеса. Это бесконечный список людей и добрых дел, за которые у нас с вами есть повод гордиться. Если переводят большую сумму, это не сотни тысяч, больше 5000 рублей, если человек переводит, то он переживает за это, он просто переживает, дошли или не дошли, правильно ли он все сделал. Пишет это или в соцсетях, или многие знают уже наши телефоны, то есть лично звонят, дошли, да, подтверждаешь, что дошли. Все, чтобы человек чувствовал себя спокойно, что то, что он задумал, то есть его нет, исполнилось. Не, мы свое. Я этот забираю, и ты два этих добираешь. Сколько нам надо там? Два хватит, наверное. Сколько их там, по 10? 8. 16 разделить на 10, на 5. 16 на 5 недель, по 3 штучки. Да. Платежи, вернее, суммы переводов бывают 50, 100 рублей, 200 рублей, 1000, 500. 2, 3, 5, да, там 10. Основная сумма 50, 100, 200 рублей. То есть это обычные, простые люди, жители нашего Крыма. И если бы наш народ не был бы таким сплоченным, за что им огромное спасибо, если бы
не верили нам, да, не доверяли нам и не помогали, то нас не было, мы ничего не могли бы сделать. По сути-то, что мы делаем? Мы объявляем сбор, собираем деньги людей и передаем их нуждающимся конкретно. Все, вот наша функция в этом – собрать в одном месте и передать. То есть максимально прозрачно, открыто и справедливо. А? Бери вот этот мешочек крайний. Все. Вроде все ваше. У Ачхюре-Клер нет офиса, нет штата, нет сотрудников, нет зарплат. Очень забавно, когда к нам поступают обращения по поводу трудоустройства на работу. Сообщаем, волонтером может стать каждый. Всего одно требование – открытое, доброе сердце. А наша зарплата и премия – это улыбка больного ребенка, получившего новую коляску для прогулок или впервые посетившего детскую комнату, дельфинарий, цирк. Это слезы счастья на лице мамы, которой подарили шансы исцеления ребенка. Слезы на лице одинокого слепого старика, которого просто навестили, выслушали, привезли продукты и накормили горячим супом. Волонтер Ачхюре-Клер – это не работа и не хобби, это состояние души, это эксклюзивная вакансия. Джемат. Так что всех ждем в свою команду, если есть желающие. Поговорим об итогах 2023 года. Можно перейти к фактам и цифрам. Итак, за 2023 год мы с помощью наших благодетелей, с вашей Джемат помощью сделали немало добра. А именно, помощь в ремонте и благоустройстве домов от фонда получили 4 семьи. Семья из Раздольного, семья из Крестьяновки, семья из Евпатории Спутник, из района Старого города в Симферополе. Обращаем ваше внимание. Фонд очень редко берется за помощь в ремонте и обустройстве, только в крайних, совсем плачевных ситуациях. 4 масштабные акции по обеспечению тяжелобольных детей специальным питанием, которое стоит непосильно дорого для простых семей. 9 развлекательных мероприятий для деток с особенностями и семей в тяжелом положении. Это 4 праздника в детских комнатах, поход в детский парк, мероприятия на День флага, подарки на Курбан-Байрам, поездка в дельфинарий и цирк. 2 большие акции по обеспечению подгузниками, 100 упаковок в дом престарелых и более 100 для детей и подростков-инвалидов. За год было организовано и закрыто 64 сбора средств. Это были оплаты реабилитационных курсов для детей с ДЦП и аутизмом, оплаты лечения и операций, приобретение инвалидных колясок и специального медико-реабилитационного оборудования. Фонд закупил 7 инвалидных колясок, которые мы передаем нуждающимся по обращению. У нас также есть около 10 кроватей для лежачих больных, чтобы при необходимости быстро их отправить в семью, где это нужно. 50 малообеспеченных многодетных семей получили подписку на журнал «Арманчех» на 2024 год. Сбор. Перечислил 100 рублей, 200 рублей. А потом получилось так, что Аллах меня привел, да, я пришел, сделал это своими руками. Сам прибил гвоздик, сам протянул кабель, отвез, привез. Это другие ощущения, другие эмоции. И один раз их испытав, все, не хочешь оставаться без этого. Это классно. Это вот наполняет тебя. То есть вот живешь, чувствуешь себя полноценным человеком, живешь полноценно. Я когда познакомился с Айшатата, да, уникальный человек, вот с открытым, большим, огромным сердцем. Я удивился, сколько в ней доброты, как она любит всех вокруг. Но если находится один человек, который поддерживает тебя в этот момент, когда ты что-то начинаешь, все, ты начинаешь идти. Пусть даже 10 говорят против, а один тебя начинает поддерживать, все, человек окрыляется, и все ему становится хорошо. То есть вот людям нужна эта поддержка. Просто вот доброе слово, и что-то сказали, и он стартует и вперед.
Многие жители отдаленных сел с тяжелым материальным положением получили помощь в виде угля и дров. Проведена ежегодная акция по продуктовой помощи в Рамадан бедным семьям, одиноким людям, инвалидам. Далеко не вся наша деятельность попадает в ролики и посты. Очень большой объем работы делается за кадром. Мы нанимаем сиделок, отправляем медсестер, помогаем с обследованиями, покупаем лекарства, продукты и бытовую химию. За возможность делать так много благих дел мы не уставаем благодарим наш джамат и предпринимателей, и даже обычных людей, которые даже имея совсем немного, готовы поделиться с тем, чья нужда больше. Аллах ипнизден разулсун. Аминь. Алиса, кто такие Ачых Юреклер? Вот что нашла в сети. Они спасают жизни, возвращают утраченную веру и приносят утешение отчаявшимся. Приходя на помощь тем, кто оказался в беде, они меняют мир к лучшему. Это команда крымско-татарских волонтеров Ачик Юреклер. Это открытые милосердию сердца, наполненные огромной любовью к своему народу.